Уважаемые соотечественники, в настоящее время на все ветви государственной власти возлагаются огромные задачи. В частности, на меня, как на исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики и премьер-министра Кыргызской Республики, возложены большие полномочия и ответственность перед народом. Предоставленными мне полномочиями я официально объявляю экономическую амнистию. Цель амнистии – пополнить государственный бюджет, в том числе изыскать дополнительные ресурсы, возвратить капиталы ранее незаконно вывезенных за пределы нашего государства, в том числе в офшорные зоны, вывести теневые ресурсы, бизнес, сообщества в правовое русло, создать равные условия для всех субъектов предпринимательства, достичь положительных макроэкономических показателей, изыскать необходимые средства для поддержания экономики страны в кратчайшие сроки, обеспечить выплаты внешнего долга страны. За последние 30 лет в таких отраслях, как энергетика, таможенная и налоговая службы, лекарственного обеспечения, выдача лицензий, недропользования и других процветали системные коррупционные схемы. В этой связи коррупционерам, организовавшим преступные схемы, наживившихся на простом народе, обворовывая их, бывшим чиновникам, которые сидят в долях различных компаний, чиновникам, которые путем рейдерского захвата незаконно овладели акциями крупных предприятий, предпринимателям, которые уклоняются от уплаты налогов, отдельным чиновникам, которые замешаны в нарушении действующего законодательства, либо оказывающие содействие в совершении указанных деяний, руководителям министерств и ведомств, таможенникам и финансистам даю вам 30 дней. Я хочу, чтобы вы сами предоставили реальные сведения о имеющихся фактах. Все, что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну. Добровольно возместите каждую копейку, незаконно полученную от государства. Раскройте и представьте сведения о своих скрытых имуществах и капиталах. Больше ничего не надо. Пока я даю вам время и возможность. В краткие сроки будет подготовлена правовая база для экономической амнистии и легализации денежных средств, движимого и недвижимого имущества. Если вы не воспользуетесь данной возможностью и проигнорируете экономическую амнистию, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законом. Я вам это обещаю. Мы установим имущество, капитал каждого из вас, где бы оно ни находилось. Напомню, что экономическая амнистия будет применена всего один раз. Другой возможности не будет. Поэтому вам следует хорошенько подумать и воспользоваться этой возможностью. Узаконить свой капитал и нажитое имущество для уплаты налогов по ним. Делайте внутренние инвестиции. Возвращайте и вложите деньги в нашу экономику. Гарантирую неприкосновенность заявленного имущества и доходов, освобождение от всех видов наказаний. При добровольном декларировании имущества и доходов будет соблюдаться конфиденциальность. Это требование народа, это цель людей, доверивших мне судьбу страны.